Экономить на чиновниках и госуслугах республика будет уже со следующего года. Снизятся расходы на содержание органов власти. Неэффективные госучреждения укрупнятся, а в некоторых случаях и уйдут на аутсорсинг. Например, вести бухгалтерию, перевозить сотрудников и убирать помещения теперь в большинстве случаев будет не штатный персонал, а работники со стороны. На всех уровнях запланировано сокращение. Некоторые чины даже лишатся служебного автомобиля. Снизить расходы планируется и за счет оптимизации управления. А значит, на муниципальном уровне продолжится процесс объединения поселений. Конечно, идти надо к округу. Почему? Потому что, опять же, вы правильно сказали, с точки зрения и принятия управленческих решений гораздо проще. Да? С точки зрения управляемости территории это все гораздо проще. И, соответственно, мы уходим от дублирования. В масштабах района расходы сократятся однозначно. Да? То есть мы придем к округу, у нас, соответственно, хоть они и на бесплатной основе осуществляют свою деятельность депутаты, да, но тем не менее по закону мы обязаны им определенные выплаты делать, компенсирующего характера, да, и тем не менее затраты все равно несутся на содержание депутатского корпуса определенные. Соответственно, у нас не будет вот этого депутатского корпуса обширного. Лишнее госимущество, скорее всего, продадут. Это 50 объектов. Так уже в следующем году на торги выставят крымский санаторий «Северное сияние», а еще через год Черноморскую «Зорьку», что в Анапе. Госзакупки станут централизованными. Это позволит экономить и приобретать качественную продукцию, в том числе у малых и средних предприятий. В документе говорится и об отказе от неэффективных налоговых льгот и пониженных ставок. Жителей все так же будут вовлекать в обсуждение и принятие конкретных бюджетных решений. Продолжит работу народный бюджет. Проекты законов, которые затрагивают права и интересы жителей или бизнеса, будут выставлять на общественное обсуждение. Я считаю, что необходимо больше проводить работу с муниципальными учреждениями, администрациями, и там должен быть конкретный человек, который может четко и ясно объяснить, а лучше всего и написать эти проекты, помочь населению написать, потому что понятно, что население, у каждого свое разное образование, и я думаю, что тут как раз помощь муниципалитетов необходима. Еще власти Коми намерены отказаться от индексации расходов на оказание мер соцподдержки и продолжить курс на основе принципа адресности и нуждаемости. И депутаты в таких подходах, похоже, солидарны. И, наверное, нужно обратиться к действительно каждой категории жителей нашей республики, каждому муниципалитету, как они видят сегодня, что такое нуждаемость, как выжить семье, чтобы она не считала себя бедной. Индексация зарплат бюджетников, на которых не распространяются майские указы президента, будет продолжена ежегодно на 4%. Ну и, разумеется, регионы дальше будут участвовать в федеральных программах. Все предпосылки должны позволить выполнить задачу по выходу на бездефицитный бюджет и снижению долговой нагрузки, говорится в заключительной части документа. Александра Головина, телеканал Юрган.